Высокотехнологичная медицинская помощь, за которой раньше пациенты в Джейрасской больнице обращались в клиники Москвы и Санкт-Петербурга, теперь доступна и у нас в горах. Исцеляющей силе природы теперь прилагаются и передовые методы лечения. Здесь, в стенах медучреждения, открыли новое отделение. Огромная работа проделана Министерством здравоохранения Республики Ингушетия, чтобы включить нашу больницу в федеральный проект. Это оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация. Отделение медицинской реабилитации на 60 коек у нас развернуто на 3-м и на 4-м этаже. Но по реализации данной программы мы получили оборудование в конце года, о котором могли только мечтать, конечно. И теперь наши пациенты могут пройти курс реабилитации. А это жители не только Джейрасского района, но и всей Ингушетии. Здесь пациенты проходят лечение заболеваниями бронхолегочной системы, системы кровообращения, хроническая ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, а также постковидный синдром. Открытие нового отделения создают, по сути, уникальные условия. В отделении имеются отдельные палаты, в каждой палате есть отдельный санузел, есть электрические кровати у нас. Также в отделении у нас имеется отдельное отделение физиотерапии, где пациенты могут получить такие процедуры, как магнитотерапия, электрофорез, ударная лазеротерапия, прессотерапия, лимфодренаж. Имеется у нас ингаляционный кабинет и 4 массажных кабинета. Но обо всем этом поподробнее. Федеральный проект начал действовать в этом году. На развитие системы медицинской реабилитации до конца 2024 года будет направлено 60 миллиардов рублей. Так, высококлассным оборудованием может похвастаться и физиокабинет. После первой процедуры у некоторых бывает уже улучшение. Пациент уже говорит, что у него ногам легче, где-то боль проходит. А после курса лечения уже, можно сказать, они где-то месяцев через 6 только вспоминают, что у них что-то болело. Аппараты у нас новые, очень комфортные, очень умные, если так можно сказать, потому что у нас по кодам забиваются все заболевания, автоматом выдает аппарат микротеслы, Теслы, мощность, все, что нужно, уже автоматически у нас устанавливается. Работают на автомате здесь все аппараты, так сказать, технологии на страже нашего здоровья. Ждет свою очереди на процедуру и Хачат Зариева. В этой больнице она лечится впервые. Конечно, было очень много наслышано о ней, но так получилось, что, как говорится, здоровье мое немножко подвело меня, и я решила, значит, приехать сюда, и, знаете, ни разу не пожалела. Больница очень хорошо оснащена, отделение реабилитации, все лекарственные препараты, не было никаких проблем. Значит, что еще могу сказать? Очень хороший, очень доброжелательный, очень профессиональный коллектив. Обновился и кабинет массажа. Хусен Гайтукиев занимается тяжелыми пациентами. Межпозвоночные грыжи, мышечные воспаления, протрузии, остеохондроз. Новая кушетка и дополнительные необходимые материалы облегчили ежедневный труд массажиста. Вот для меня, как массажисту, для качественно, чтобы показать качество работы, нужна, вот, например, вот такая вот гидравлическая кушетка, чего у меня раньше не было. Сейчас мне ее предоставили, и у меня люди бывают разных телосложений, и приходилось там на табуретку вставать, или еще как-то трудно было работать. А сейчас нам предоставили очень хорошие кушетки гидравлические, спускай, поднимай, работай, очень удобно работать и принимать любого пациента, любой категории. Как это работает, можете показать? Например, такая табуретка была, я вставал на нее и работал. А сейчас нажал на педаль, спустил и работаешь. Нажал на педаль, поднял и работаешь. И очень легко. Приезжают на лечение не только жители нашего региона. К примеру, Татьяна Миадакова сама из Астрахани. После несчастного случая решила полностью обследоваться. Результатами была недовольна. И вот, теперь проходит реабилитацию, в которую входит и курс массажа. Персонал весь прекрасный, вежливый. Все очень нравится. Подход к каждому пациенту очень индивидуальный. Врачи все очень хорошие. Правда, я прям рекомендую эту больницу. Сама очень довольна. Здесь оздоравливают не только тело, но и душу. За психологическим состоянием пациентов следят специалисты высокого уровня. В отделении также имеется кабинет психолога. Такие пациенты, после инсультные пациенты, пациенты после различных травм, они очень часто впадают в такие депрессивные состояния, поэтому с ними, конечно, работает наш психолог. И плюс еще имеется кабинет функциональной диагностики, где они могут пройти какие-то обследования. Это такие обследования, как Холтер,
ЭКГ, дополнительно есть лаборатория, которая при необходимости у нас тоже работает, и консультация узких специалистов при необходимости, такие как травматолог, невролог, кардиолог. Поэтому пациенты вообще со всей республики к нам могут обратиться за этой помощью, они то есть по направлению могут спокойно к нам прийти. Отдельной гордостью можно назвать и большой зал ЛФК с современными тренажерами, один из которых – аппарат Лекса, который предназначен для пациентов с проблемами опорно-двигательной системы. Он помогает восстановить подвижность рук и ног после травм. Если мы будем считать, что он долгое время не работал после травм, это примерно 2 года. Реабилитация дается нам тяжело, большая спастика, конечности очень трудно реагируют на нагрузку, нам приходится всячески защищаться, наверняка вы видели, что мы пытаемся всячески резинками помогать себе в работе, и ему, и нам, но динамика у нас есть, мы этому очень рады, за какие-то пару месяцев человек стал с коляской, работает. В общем, дальше только больше. Сейчас в больнице созданы все условия для пациентов. При каждой палате санузел, пищеблок и столовая. Расположение больницы в столь живописном уголке – дополнительный плюс для пациентов. Здесь даже воздух обладает особыми целебными свойствами. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.